Это видео попало в сеть несколько дней назад. На записи зафиксировано, как инспектор УПМ вступил в словесную перепалку с нарушившим правила дорожного движения водителем. Диалог проходил на повышенных тонах. Действо развернулось возле столичного кинотеатра «Манас». Автор ролика утверждает, что правоохранитель остановил его незаконно. При этом сам создал пробку. К тому же нес службу на частной машине, в чем, собственно, и признался на камеру. Как выяснилось, руководство патрульной милиции в курсе инцидента и уже отреагировало на случившееся. Данное видео не должна быть односторонне рассмотрено. При служебном расследовании у нас будет изъята видеозапись, запись от записи инспектора патрульной милиции. Но если инспектор будет там виноват, естественно, он свое дисциплинарное взыскание получит. К слову, видео с регистратора правоохранители нам предоставили. Оказалось, что водитель нарушил ПДД, пересек двойную сплошную. Конфликт же, по словам милиционера, возник в момент составления протокола, когда в процесс вмешался один из свидетелей, не имеющий к делу отношения прохожий, и начал снимать происходящее на телефон. Со стороны же блюстителя закона, считают в управлении патрульной милиции, кроме чересчур эмоциональной реакции, нарушений не было. Припарковался он в незапрещенном месте, имел право вести пешее патрулирование. Добираться до поста на частном авто и оформлять протокол на капоте машины также не идет вразрез инструкциям. Эксперты же считают, что в ситуации виноваты обе стороны. Милиционер тоже не имел права проявлять эмоции. Здесь должен объективно вопрос решать. И он должен сказать, инспектор должен был сказать: пожалуйста, вопрос решите там вышестоящей инстанции. Водитель тоже виноват. Если он нарушил, значит, должен быть нарушение должен неотвратимо наказано. За 2 месяца существования патрульной милиции уже 5 сотрудников подразделения были уволены из рядов правоохранителей и около 20 получили дисциплинарные взыскания. Однако не только инспекторы нового подразделения оказываются в центре громких скандалов. Случается, что в объективы их камер попадают сотрудники прочих правоохранительных структур. Так, в конце мая во время одного из рейдов совместно с журналистами правоохранители остановили тонированный внедорожник. Из него вышел молодой человек, отказавшийся предъявлять документы. Впоследствии выяснилось, что он сотрудник прокуратуры. В наркологическом центре подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Машину забрали на штрафстоянку. Однако узнать подробности нам не удалось. Представители профильной службы воздержались от комментариев. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, МТС.